Вот уж третью неделю мусульмане Симферопольского микрорайона Верхнее плато маршала Жукова спокойно могут прийти на джума намаз в родную мечеть и совершить пятничный религиозный ритуал. Этого мусульмане ждали долгие 20 лет, пока в мечети правил имам Абдулла Гимиджи, представитель нетрадиционного религиозного течения в исламе. Üçüncü yıl bu camımızda biz bitirgenimizde 97 geçe. Ular yok edi. Ular birisi yok edi. O kelliler bizi camımızda aldılar. Ondan sonra 17 yıl bu camiga hazayinlik yaptı. O bize adetleri yapmaydı. Adetlerimizge kanun etmedi. Bizi adam saymaydı. Bizi Müslüman saymaydı. Geleceğimizde buna geldi. İmam soradık. İmirali ağa berdi bizge okumuşlu. Medrese bitirgen soyunu mına keldik. 6 ай biz o adamdan çekiştik. Осенью 2018 года в муфтият Крыма поступило обращение от местных жителей массива маршала Жукова и прилегающих населенных пунктов с просьбой заменить имама. Под обращением подписались 400 человек. Однако на попытки Духовного управления мусульман Крыма назначить нового имама Гимиджи и его сторонники отреагировали агрессивно. Они держали оборону, не подпускали назначенного официально муфтиятом имама Сервера Бакиева, провоцировали столкновения, каждый раз вызывали полицию и не давали мусульманам спокойно совершить намаз. Кроме того, сторонники радикальных религиозных групп обижали, оскорбляли пожилых людей, вели себя непристойно, несмотря на то, что находились в помещении мечети. И любые попытки вести с ними переговоры прерывали криками и руганью. Вот они, первый таравих мы прочитали нормально, то есть мы первые пришли, прочитали нормально, второй таравих, они уже закрыли дверь и сказали, вы придете в 10:30, раньше вы не сможете прочитать. И вот как бы закрыли дверь, мы никак не могли попасть до 10:30 в мечеть, то есть потому что у нас ключей не было, и всяческими путями мы хотели забрать ключи, они не давали, что Раймоджа спрашивал, что другие люди. Абдулла, уходи! Абдулла, уходи! Абдулла! Последнее терпение местных жителей лопнуло на Байрам 4 июня, когда адепты деструктивных групп во главе с Гимиджи в количестве 15-20 человек пытались сорвать праздничный намаз и испортить настроение в главный мусульманский праздник. Между конфликтующими сторонами встала полиция. Гимиджи и его сторонники всячески провоцировали физическое столкновение, чтобы из этого раздуть скандал. Благодаря сплоченности местного населения с муфтиятом Крыма всеобщими усилиями удалось сместить Абдуллу Гимиджи, который, даже уходя, пытался оставить нехороший след. Начал вывозить с территории мечети стройматериалы, оборудование и даже минбар. Наконец-то после его ухода местные мусульмане могут свободно вздохнуть и спокойно прийти в свою мечеть для совершения религиозных обрядов согласно вековым традициям крымских татар-мусульман. Очень грамотный пацан. Во-первых, он правильно читает. Он сам в медресе преподает. Это не случайность. Это именно то, что мечта, наверное, вот любому, да, вот этому какому-то поселку, это просто подарок. Это не то, что там какой-то придет, еще его что-то подсказывает. Он сам все знает. Очень дружелюбный. Вон дети тянутся, учатся. Будущее за ними. Нас учат намазу, как брать правильно абдест. Потихоньку изучаем арабский для дальнейшего чтения Корана. Уже выучили алфавит. Ötken hafta Cuma günü 150 adam edi. Bu haftasına 300 adam oldu. Ana bugünkü cumamızda endi bakamız mına cemaatimiz çoxlaşa, yaş ballarımız hepsi mına уже kelirler. Mında новый imamımız ders bere bazar günü. У местной мусульманской общины большие планы – сделать ремонт мечети, провести работы по благоустройству прилегающей территории, оборудовать шатер. Джами – это дом Аллаха. И, естественно, джамат, который сюда приходил и будет приходить, хочет его видеть самым, иншаллах, лучшим домом. Потому что каждый из нас не детей сделать благо, как и у себя дома, так и в доме Аллаха. И ниет биринджи день – это оформить землю, поменять крышу. Очень хотим, конечно, купольную. Иншаллах, вот с помощью динджемета, с помощью муфтиата, с помощью джамата мы бу джамии, иншаллах, сделаем самым красивым домом
в нашем районе, который мы для себя называем Мирхамед. В положенное время из мечети доносятся эзаны. Это означает, что мечеть живет. Мусульмане приходят сюда как в родной дом, возносят молитвы Всевышнему и благодарят его за мир и спокойствие. Зира Эмирсуин, Дилявер Мемеджанов, Анвар Тушаков, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.